Сегодня мы предлагаем проводить такую работу, то есть идти сегодня по таблице, и если есть предложения по конкретным статьям, большая просьба очень лаконично выражать свое мнение, потому что мы уже пришли к такой стадии, когда нам важны ваши практические советы, и очень хотелось бы услышать ваше мнение, конечно. Скажите, пожалуйста, у всех есть эта таблица? Да? Давайте мы тогда будем прочитывать и дальше работать, да, как мы до этого работали. Но у нас как бы сейчас мы начинаем очень рабочую часть нашего обсуждения, поэтому, пожалуйста, 7-я статья, я прошу открыть. И пункт 14. Размещает на конкурсной основе государственный заказ на производство национальных фильмов и контролирует его выполнение. Это компетенция уполномоченного органа в области кинематографии, который является да, пожалуйста, есть предложения какие-то? Есть предложение такое, добавить компетенцию уполномоченного органа в области кинематографии. Есть какие-то предложения? Да. 14 статью, в принципе, я вносил изменения в плане того, что уполномоченный орган не размещает на конкурсной основе госзаказ, а объявляет конкурс на производство национальных фильмов и контролирует его выполнение. А уже размещением и всем процессом выделения денег занимается Национальный фонд поддержки. Смысл в чем? Чтобы министерство, как уполномоченный орган, не занималось деньгами, то есть вот обсуждениями и так далее. Министерство проводит политику, а фонд, национальный фонд, который создается, он уже все механизмы, то есть питчинг, организация питчингов, показы и так далее, прием бумажной вот этой всей работы, этим занимается Национальный фонд поддержки. Национальный фонд поддержки. А именно уполномоченный орган, он говорит о том, что объявляется конкурс на проведение проектов и так далее. Ну, как бы не то, что разделение функций, а более высокий статус у уполномоченного органа, а непосредственно всю работу, связанную с проведением питчингов и выделением определенных субсидий, занимается фонд. Я только добавить хочу. Здесь единственный вопрос, почему фонд именно создается. Это очень серьезный вопрос, потому что фонду мы, во всяком случае, хотим придать функцию налогосборщика. Вот в чем проблема основная. То есть вот о чем шел разговор. Сбор налогов с продажи кинобилета, сбор налогов с телевизионных организаций, интернета и так далее. Министерство это сделать не может по Конституции. Для этого создаются определенные структуры, которые будут приданы вот эти вот функции. Давайте вот создавать такую систему. Вот есть понятие система дураков. Вот есть высококлассная техника, когда непосвященный человек начинает там тыкать, да, туда-сюда, система не работает, потому что она запрограммирована на определенную систему и на определенный уровень профессионального знания. Вот такую систему мы должны создать, систему от дураков, чтобы деньги не разворовывались, чтобы деньги шли по прямому назначению, чтобы люди, выполняющие заказ, понимали ответственность, за какие они деньги отвечают. Вот и все. И ничего тут революционного нет. Все, уже это было, и надо развивать. Да. 6-й пункт оказывает поддержку, то есть местные уполномоченные исполнительные органы оказывают поддержку при проведении мероприятий по пропаганде и продвижению национальных фильмов и при создании и производстве фильмов на территории этого региона. Коль мы ссылаемся на опыт зарубежных стран, то именно по этому пункту, например, в Германии есть основания по землям, там разрабатывается и вопрос участия в кинопроизводстве. Если, например, фильм какой-то снимается на территории Восточно-Казахстанской области, то Восточно-Казахстанское областное управление может оказать и поддержку финансирования фильма. То
То есть вот это должно быть каким-то образом здесь отражено. Здесь есть предложение по количественному, персональному составу. Есть- Всё это можно сказать, что будет положение. Я думаю, что это не последнее заседание, и мы еще по экспертному совету будем отрабатывать то, что должно быть в законе. Если есть предложение, пожалуйста, огромная просьба направить в письменном виде. Я предлагаю перейти к статье 10, которая будет называться 9 в последующих редакциях закона по фонду поддержки национального кино. На сегодняшний день есть такое предложение назвать этот фонд Национальным фондом поддержки кинематографии Республики Казахстан. Пожалуйста. Мы здесь это обсуждали перед самого начала. Может быть, мы все-таки прежде чем туда, потом опять туда поручим рабочей комиссии, этот вопрос проработать с юристами. Пусть они дадут окончательное заключение, что, допустим, название национальной фотографии не влечет за собой какие-то налоговые обременения, а фонд ничего. Тогда мы будем полагаться уже на это заключение. И сейчас пока дальше идем, оставим вопрос, как называть. Хорошо, я согласна. Я сейчас предлагаю посмотреть все-таки на предполагаемую еще редакцию. Если нет вопросов, пройти дальше. Альтернативное какое предложение название? Обсуждалось вчера два альтернативных: фонд поддержки национальной кинематографии или национальный центр кинематографии. И вот дайте поручение, что мы потеряем, если назовем национальный центр, или ничего не потеряем. Скажите, пожалуйста, если в законе не будет слова «любительской», мы чем-то будем ущемлять, вот именно эту часть создателей, именно не только в том, что мы их назвали, не назвали, будет ли это ущемление по правам и по каким-то налоговым преференциям и так далее, и так далее. Они всегда могут апеллировать к тому, что мы не профессиональная организация. Я это просто рассматриваю, что мы не должно быть. Владимир Ильич, как вот из опыта российского? По любительскому кино, я думаю, отдельный закон нужно принять. Я считаю, что Законный акт. закон каждой организации написано, что они имеют право, что не имеют права вообще. Зачем это пункт? Вообще пункт не нужен. В области имеет право на осуществление. Может вести деятельность, любой деятельности запрещенной законодательством. Кстати, я согласен. Потом, если в законе, да, любая организация, акционер, там написано, что кто может учреждать и действовать. Поэтому это пункт излишний, так же, как и следующий 14. Вот я думаю, что вот второй пункт тогда нужно изменить. То есть первый пункт, если убрать, то второй пункт можно заменить слово «могут» на «вправе». Вообще у нас как бы статья называется «Права и обязанности». Ни слова об обязанностях, только о том, что могут, а могут и не создавать. Ну, тогда просто у нас это права ставят. Правильно. То есть если мы пишем права и обязанности, давайте по-другому напишем здесь. Может быть, действительно просто 10-13 таких проектов. В принципе, это как бы логичная вещь. Никто нам не запрещает заниматься какой-то деятельностью в любой сфере. Если это не противоречит действующему закону, то нужно урегулировать на законодательном уровне отношения нашей отрасли с государством. Однозначно, я думаю, вы согласитесь с тенденцией того, что оптимизация расходов со стороны государства по финансированию кинематографа будет сокращаться. Не потому, что денег нет, а потому что нужно менять отрасль, нужно, меняя, то есть вот эту систему финансирования, мы улучшаем качество кино. Мы неоднократно, вот я как представитель молодого поколения, слышу критику в сторону кинематографа, того кино, которое сегодня снимается молодыми. Это в том числе из-за отсутствия правильных каких-то каналов финансирования этого кино. И сегодня мы хотим вот эту систему наладить. Поэтому я хотел бы сказать, что, может быть, кто-то другой мне пример приведет, но ни в одной отрасли. И я за последние 5 лет я не видел еще обсуждения такого открытого, которое у нас сегодня происходит, уже вторую неделю. Это обсуждение, оно не для галочки, оно никак не для каких-то согласований.
Открыто все вы приходите, открыто можете выражать свои претензии. И поэтому хотел вот сейчас вот вы видите из комнаты, там есть девушка и Ирина. Нужно, чтобы все ознакомились вот с этим последним исправленным проектом закона. Не концепции, есть два разных документа, проект закона. Ознакомьтесь с ним, пожалуйста, потому что да, есть какие-то вещи за которые я туда не включил. Но очень много вещей и замечаний других членов нашего экспертного совета сюда еще не вошли. И поэтому хочу еще раз подчеркнуть, что значит, вот этот закон, он необходим. Но система финансирования, она должна меняться, и положение дела, оно должно меняться. Мы с вами это не изменим, рынок сам это отрегулирует. Поэтому мы в том числе для этого сегодня здесь сидим. Поэтому я хочу от себя поблагодарить министерство, потому что оно не раз нас благодарило за наше участие, за открытость этого обсуждения. И здесь нет никакой подоплеки, никаких здесь подтекстов в этом нет. Ни в одной другой сфере, ни в одной другой отрасли нет такого открытого обсуждения. План законопроекта, насколько я знаю, может, я неправильно выражаюсь, стоит в планах законопроекта 2017 года. Я бы хотел бы что сказать. Вообще, конечно, действительно большое спасибо Министерству культуры за то, что вообще за год вперед мы начали обсуждать принятие этого закона. Я согласна абсолютно. Еще раз хочу сказать, завтра в 11 часов, с 11 часов будет работать рабочая группа, несмотря что это суббота, выходной день. Поэтому до этого момента уже работники рабочей группы, которые отвечают за техническую часть, сейчас будут работать с документом, с законопроектом, вносить изменения, убирать какие-то статьи и так далее, и так далее. Поэтому у вас на руках есть еще раз законопроект, в который вы можете внести свои предложения и еще какие-то ваши мысли по тому, как по улучшению, то есть на работе нашей киноотрасли и ваши какие-то сомнения. Хочу вас всех поблагодарить и еще раз сказать о том, что у нас время не бесконечно, поэтому как можно быстрее вы, если предложите ваши предложения, будет больше будет пользы.